Вместе с ростом населения Земли растет и число кыргызстанцев. Ежегодно нас становится на 100-200 тысяч человек больше. По прогнозам аналитиков, уже в 2016 году в стране будут проживать более 6 миллионов кыргызстанцев. В 50-е годы прошлого века в Кыргызстане проживали меньше 2 миллионов человек. Через 3 десятка лет, в 80-е годы, население Кыргызстана возросло до 4 миллионов человек. Отметка в 5 миллионов человек была преодолена в новом тысячелетии. Как известно, Кыргызстан является одной из самых многонациональных стран в Центральной Азии. Здесь проживает более 80 представителей различных этносов. Однако с каждым годом их становится меньше, а вот этнических кыргызов больше. Сравнительно, в 1959 году кыргызы составляли около 40% от общего числа населения. Русских было чуть больше 30%. Затем шли узбеки, более 10%. А вот уже в 2000-х годах кыргызов стало более 70%. По последним данным, сегодня в Кыргызстане проживает 5 миллионов 776 тысяч 570 человек. Из них кыргызы 4 миллиона 193 тысячи 850 человек. Далее идут узбеки – 836 тысяч 65 человек. Русских – 369 тысяч 939 человек. Дунгане – 64 тысячи 565 человек. Уйгуры – 52 тысячи 456 человек. Таджики – 50 тысяч 174 человека. Далее идут другие национальности – 224 тысячи 191 человек. По сравнению, допустим, с 1990 годом уменьшение идет русской национальности. Это связано с экономическим. Ассамблея в своем составе имеет где-то 28 общественных объединений, которые они расположены именно в Доме дружбы. С 1994 года особых новых сообществ нет. В 1994 в начале было 11, а сейчас состав ассамблеи 28 диаспор. В частности, русское общественное объединение «Гармония». У узбеков есть национальный культурный центр. У евреев есть, корейцев есть, болгаров, карачаевцев, чеченцев, цыган и так далее. В последние годы Кыргызстан привлекает и представителей дальнего зарубежья, таких как Япония, США, Англия, Индия и так далее. За счет них значительно разнообразился список других национальностей. Наша страна остается одной из самых толерантных и гостеприимных республик в Центральной Азии, и поэтому оставшиеся здесь народы прекрасно живут и развиваются. Казахи в Кыргызстане очень хорошо живут. Таких, которые прямо бедствуют, кто-то его выгоняет или там, этого нету. Потому что все работают, работящие, двигающиеся по тому времени в ногу. Кто бизнесмен, кто в ученой стороне, кто в сельском хозяйстве. В общем, хорошо живут. В Кыргызстане, в частности, корейская диаспора довольно комфортно себя чувствует, потому что взаимоотношения со всеми, в общем-то, диаспорами этого многонационального государства очень хорошие. И я должен сказать, что законы кыргызского государства очень сбалансированные, национальная политика очень сбалансированная, сам народ очень дружелюбный, теплый. Мы, в общем-то, себя здесь чувствуем полноценными членами одной семьи и, в принципе, живем так, как все живут. Эксперты говорят, что после распада Советского Союза страну покинули не только русские и другие национальности, но и этнические кыргызы. Некоторые из них стали гражданами других стран. Однако в последние годы идет обратная тенденция. Покинувшие Кыргызстан возвращаются, и среди них не только кыргызы. Вот недавно ассамблея проводила такую благотворительную акцию «Қарысы бар, нырысы бар». И там участвовали от 70 лет и выше, вот именно живущие в Кыргызстане все диаспоры. Мы представляли одну нашу уважаемую Сатыбалдиева Сарсенкуль, у нее 10 детей. 10 все живут в одном селе Манас. Они не уехали никуда, не ищут
хорошей жизни ни за границей, ни в Казахстане. И у нее 43 внука, 42 правнуков. Это целое село, считайте. Да это как вот можно оторвать от Кыргызстана? Да говорит, не надо мне никуда ехать, потому что возле меня все дети. Наша диаспора, она как бы не подвержена такой массовой миграции. Даже в самые сложные времена с Кыргызстана никто не убегал. Просто старались бороться с трудностями. Ну, в общем-то, под девизом, если дома плохо, надо налаживать, все равно жить дома.